Ой, как хорошо. Скупался сейчас сегодня 19 апреля. Красота вообще. Небо шикарное. Здесь он ездит. Бич-патруль, лайфгард. Доча здесь. Что это у тебя такое? Сердечки тут рисует. Я не рисую. Да, Ильдарка там копатель. Я не рисую сердечко, я вот так делаю. А, ты щипаешь его? 33 защипа? Как будто, да? Мамкины гены. О, нашел. Вот этот самолет, он с Парижа в Мексико-Сити летит. Обалдеть. Редко здесь международный увидишь, как я не замечал. Все там Нью-Йорк, Майами, типа вот такое вот локальное. А здесь, кстати, уже солнце село, а самолету еще солнце светит. Классно. Из Парижа, Франция. Круто. Красота какая, закат какой шикарный. Sushi and ice cream. Okay. I have that on. And I have I actually have this. I'm doing this. Фу. Первый раз выезжаю на Volvo на песок, на пляж. До этого я там из-за license plate я поменял, не мог, короче, зарегистрироваться, но да ладно. Первый раз на пляж сейчас выезжаю. Вот. С детьми самое то, как раз, чтобы не бегать по парковке, а вот так вот. Главное не застрять. Будет весело вообще, блин. Главное не заезжать там вот дальше, там песочек. Там вот он такой рыхловатый. Все, зеркала, эти накладки не могу купить на зеркала, блин. $40, что-то прям денег жалко. Как-то я забил на это, уже привык так ездить. Ну вот какой-то, ну, вид, соответственно, из-за этого машины в целом прям, ну, какой-то незавершенный, потому что вот такие косяки, как бы, я уже их не замечаю, но когда смотрю такой, думаю, блин, как будто машина неисправная какая-то, хотя все нормально. Надо все-таки не полениться, денег не пожалеть и $40 заказать с Алиэкспресса. Фу, так иногда такой гадости охота поесть. Вот редко, вот, не больше раза в месяц. Но хочется, организм требует. Но если требует, значит надо. Вот прям давно хочу вот уже поесть именно такого гамбургера хороший. Если организм требует, его надо слушать. Да. Что-то у меня последнюю неделю было жгучее желание как-то себя порадовать, что-то купить. Ну, как бы денежка есть там небольшая, да, и что-то хочется купить. Ну, порадовать себя, какую-то вещь. Иначе смысл вообще работать, существовать. Ради того, чтобы существовать, что ли, там за биллы платить, там, я не знаю, за всякие страховки. Хочется что-то порадовать себя, купить. И вот я на маркетплейсе тусуюсь, смотрю там, что есть. Присмотрел там велосипед, думаю, блин, хочется все-таки, думаю, стальной велосипед. Вот как у меня был Peugeot, который я выкинул, который в труху сгнил. Вот, и что-то, блин, думаю, блин, сталь это, конечно, прикольное ощущение, особенно старые велосипеды. Вот, и я присмотрел велик, тоже какой-то французский, в офигенном состоянии, видно, что он вообще нулевый, не езженный, там, каких-то 70-х годов, там, договорился за $80 неделю назад, даже больше уже. Вот, написал, уже готов был поехать, вот, но
человек, который выложил объявление, говорит, мы, блин, уехали, через неделю только будем. В общем, будем на связи. Вот, ну что, конечно, за эту неделю я 10 раз подумал, блин, надо мне это или не надо. Вроде, ну, дело не в деньгах, дело просто во мне. То, что я такой рациональный человек, что, ну, блин, есть один велосипед у меня, думаю, зачем мне два велосипеда? Ну, хранить его как-то вот с одной стороны, вот все вот это вот, хранить его где-то, ну, места на лодке не так-то и много. Вот, но с другой стороны, думаю, винтажный велосипед в офигенном состоянии, в новом, в нулевом, вот как Peugeot, который у меня был, кто помнит по видео, я его взял за $90 еще в Техасе в идеальном состоянии. Он был новый, абсолютно новый велосипед. Вот фотки я сейчас накидаю. Новый велик. И он меня ждал 35 лет. То есть видно, что этот велосипед вот как будто купили и поставили в теплый, в сухой гараж. Все было в идеале. Там вот на этом велосипеде, на этом Peugeot, такая пыль прям десятилетий. Такая желтоватая пыль. Я его помыл, он сразу такой, как новый стал. Там даже бирочки всякие были с серийным номером или с чем. Были бирочки бумажные, приклеены на скотч, что ли. Я начал ездить, и они сразу отвалились. То есть это говорит о том, что велик вообще не юзали. И вот это была находка, конечно, классная. Вот. Но буквально я начал на нем ездить, начал его эксплуатировать, и он просто в труху превратился, потому что сталь, а сталь, она подвержена коррозии очень сильно, она, по сути, ржавеет капздец как. Вот. Я не говорю, что я за ним не ухаживал, я ухаживал за ним так же, как за своим алюминиевым великом. А алюминию-то пофиг, он не ржавеет, коррозии не подвержен, как бы с ним никаких проблем. А за сталью так вот не получится ухаживать, как за алюминием. Там надо глаз да глаз, там всякие царапки, сразу сколы, чем-то обрабатывать, как-то закрашивать, потому что коррозия сразу там съедает это все. И вот он у меня на балконе как-то там лето простоял, этот велик, и, естественно, он весь такой, ну, непотребный стал уже. Вот. Это говорит о том, что этот велик вообще не ездил, потому что если бы на нем бы ездили, он бы не дожил бы до наших времен. 35 лет бы он не прожил просто. И вот я опять захотел стальной велик. Вот прошла неделя, они мне написали, теперь я уже расхотел, честно говоря. Я как-то мысленно на нем покатался. Вот, иногда и не надо покупать, совершать такие покупки. Иногда время нужно выждать. Ты такой весь, как будто уже насладился им, накатался. Ну, не знаю, в общем, что-то меня отлегло как-то. Вроде и хочется, но перевешивает то, что его хранить. Один велик есть, тем более я сейчас посмотрел на свой велик, на мой Chep Travel. Лучше вложу эти деньги, $80 в него, потому что у меня сейчас $100 надо скоро уже менять трансмиссию в нем. Менять цепь, кассету, передние звезды надо менять. Ну, короче, там минимум $100. Там самая дешевая шимановская, что можно найти. Поэтому обломюсь пока с стальным велосипедом, но варианты, конечно, можно найти на маркетплейсе. Вот здесь вот варианты хорошие. Реально прям стальные велики, винтажные. Некоторые, конечно, ломят цены большие, но я изначально думаю, мне он сильно не нужен, этот велик, и я на шару им просто цену в 2 раза буду сбивать, если кто-то откликнется, потому что там многие велосипеды видно, что по 10, 15, 20 недель там висят, никто не покупает. И они как бы такие, да ладно, отдам и за столько. И вот отвечают, да, типа забирай. Но мне нужно здесь и сейчас, то есть я пишу, я готов вот выехать, а они, блин, не можем сегодня. Вот мне вот не нравится, почему вот на маркетплейсе покупать, потому что вот это человеческий фактор. И у меня не всегда настроение есть. Вот когда у меня есть настроение, они не могут, блин. Когда они могут, у меня уже настроения нету покупать, я уже передумал. Поэтому это такая импульсивные покупки немножко. Кстати, раз уж про велик начал, я тут открытие сделал. Вот эти колеса у меня, обода сами, это не 700 диаметром, а 650. Я вообще не знал, оказывается, 650 диаметр это типа чисто гревельная вещь. Потому что, ну, гревел это по сути полушоссейник, полу такой горняк велосипед универсальный. Вот, и толстые покрышки, они
не влезают в рамы вот эти шоссейные практически. И специально сделан на меньший диаметр обода, чтобы колесо, вот видите, вот здесь вот у меня, он вообще практически впритык. А если бы вот эта покрышка стояла бы на 700-м ободе, то она бы уперлась бы в перо вот здесь. То есть у меня вообще впритык. Вот поэтому и нужны вот эти диаметры 650. Я вот не знал, я только сейчас посмотрел, потому что вот это колесо, оно меньше, чем вот до этого у меня было. Оно вот с такой высоты примерно. Я что-то не понял, в чем прикол. Думал, из покрышек, что ли? Нет. Это 650. Там, если посмотреть, на ободе написано 650. Прикольно, но я не знаю, как в путешествии в дальнем будет с этими покрышками, потому что ты хрен где найдешь вот эти 650, только заказывать с интернета где-то. А так вот в магазин зайти, 650 покрышку найти, хер вот. Я вот до этого даже не знал, потому что я не видел ни разу, чтобы 650 покрышка. Там либо 26, либо 27, соответственно, 700, либо 29. Все, больше я не видел. Может, не замечал просто, но для путешествия это не есть хорошо, конечно. Смотря где путешествуешь, конечно. Если где-нибудь в горах Таджикистана, ты хрен, конечно, его найдешь. Если, может, где-то в Америке, более там, где цивилизация, наверное, можно найти, а так сомневаюсь. Вот я сейчас проехал 65 миль, да, вот. Поставил рекорд последних лет. Часы Garmin даже охренели. Ты, говорит, рекорд поставил? Ну, рекорд, как я начал ездить часами. Отслеживать вообще свои треки. Вот. А мой рекорд 152 мили. 245 километров. Это 152 мили. Вот. И не знаю, удастся ли побить рекорд 152 мили. Хотелось бы, конечно. Но важное уточнение. Рекорд 245 километров. Я его сделал на нагруженном велосипеде. Как бы это нечестно. Если я и сделаю сейчас, это, наверное, будет все равно легкий велосипед с какой-нибудь байкпукинговый. Но я не скажу, что хочу его побить. Пусть этот рекорд и останется. Я за рекордами, там, за скоростями вообще не гонюсь, мне пофиг. Я получаю от велосипеда удовольствие. Не хочу, чтобы это был просто снаряд какой-то спортивный. Но он никогда для меня не будет. Для меня велосипед — это свобода в первую очередь. А остальное — это все вообще мне не интересно. Свобода, наслаждение природой — вот это велосипед. А там гнаться, сколько проехать, нагруженный, не нагруженный, пофиг. Люблю на закате так по дворам ездить уже. Такие спокойные, никого нету, тишина, погода классная, ароматы классные. Залезь туда прям. Давай. Пещерный человечек. Так, а у меня тут ништяки для велосипеда пришли. Заказал фонарик за $20 с Амазона. Вот он пришел. В комплекте тут еще задний фонарик у него есть. Вот. Кто помнит, вот у меня стоял вот этот фонарик, Феникс называется. Я его нашел, когда работал на траке, я гулял по тропе, его нашел. Видимо, выпал у кого-то. Классный фонарик, но к нему не было крепления. Он лежал без крепления, я его на скотч замотал. И, короче, ну, бесило меня, некрасиво выглядело. Плюс он постоянно смещался. В общем, геморрой такой вот был. Вот. И вот поэтому я решил взять другой фонарик. А крепление, кстати, ну, я не мог найти никак для него. То есть отдельно оно не продавалось. Сейчас и фонариков таких-то не найти. Вот, а вот взял вот этот за $20. Вроде как на сайте у него 1200 люменов, так же, как у этого написано. Сейчас посмотрим, даже сравним чуть-чуть. Я уже посмотрел так примерно. Вот. Вот пучки света. Вот справа это Феникс, слева это вот новый, который купил. У Феникса пучок света, конечно, он больше, шире и немножко желтоватый. А вот этого нового ноунейма у него, ну, как
пучок такой прям узенький. Вот Феникс, конечно, получше светит. Он и в сторону лучше светит. Вот сейчас я вот как-то вот лучше. И этот холодный свет. Нет, Феникс он лучше все-таки. Он намного дороже, он в 2 раза дороже, как минимум. Поэтому тут сравнивать. Ну, сила света такая же, наверное. 1200 люменов плюс-минус 1000, может, я не знаю. Вот, поэтому, конечно, он похуже будет. Плюс у этого, у Феникса уже аккумулятор там, все, крындец. Ну, его поменять можно, конечно, не проблема. В хозяйстве пригодится, пусть лежит вот так. А вот задний фонарик вообще фуфло. Просто диоды, не линзованные, ничего. Вот этот, который у меня Swin стоит, он намного лучше. Он линзованный, и он как бы в глаза долбит прям нормально, если его направить в сторону водителей. Ну, то есть заметно гораздо. А этот не. Этот просто диодики такие. Ну, как дополнение, конечно, сойдет. Света мало не бывает для велосипеда. Да, и по паспорту этот фонарик имеет батарею 6200 мАh. Ну, не знаю, правда, нет. Но, в общем, прикольная фишка в том, что он может заряжать телефон. Он может in, out. И это очень круто. В принципе, если у тебя телефон разряжается, едешь днем, он как пауэрбанк работает. Ну, это класс вообще. Не знаю, установил его, что-то он как-то несуразно выглядит, слишком выпирает, слишком высоко. Может, непривычно просто. И он что, хорошо, кстати, показывает уровень заряда. Вот. Ладно, привыкнем, нормально будет. Ехал по дороге, сейчас ништяк нашел. Мультитул. Честно, я давно хотел мультитул. Вот это, правда, не Лезерман. Сог. Ну, это такой дешевенькая копия, как бы. Сог. Да, ну прикольно. Инструмент никогда лишний не будет. Классная вещь. Надеюсь, он рабочий, все хорошо. Он с Катей встретился сейчас. Короче, поломан он. Может быть, машина на него наехала, пока он лежал. Короче, не знаю. Оставлю его. Да, жалко. Давай. Damage 3. Давай. Что, разгон тебе побольше надо? Чего ты? Разучился? Выплыл вечерком покататься на маяке. Я что-то осознал вот за почти 7 лет эмиграции. Я настолько жопой прирос, ну не скажу к комфорту. Короче, я тяжелый на подъем стал. Вот мне тяжело что-то начать. Я не знаю, может это возрастное какое-то, может что. Я как бы
душой хочу. Наверное, просто я давно не путешествовал. Когда долго не путешествуешь, ты такой прям корнями прирастаешь, и тебе тяжело оторваться. Вот. Поэтому вот я даже вот думаю сейчас летом что-то сделать, а вот что-то на мысли, какие-то идеи не приходят. Что-то как будто бы здесь хорошо сидишь, вот там на лодочке скатался, не знаю, и природа вроде бы есть, там на велике куда-нибудь поехал, леса. Сейчас плюс еще не жарко здесь, наверное, поэтому, когда жара здесь начнется с влажностью такая сильная, она, наверное, выдавит меня, но все равно надо заранее планировать, намечать цели, а вот как-то ничего не приходит на ум, я вот не понимаю. Вот, я всегда славился тем, что я как бы уезжаю и на года. Я вот не могу маленькие путешествия, мне как-то тяжело планировать. Вот, и, видимо, придет время, я просто психану и уеду дальше в мировое кочевье. Наверное, вот так вот, не знаю. Поэтому вот не могу как-то собраться с мыслями, что, как конкретно делать дальше. Вот, ну, конечно, вот эта иммиграция дает о себе знать, прирастаешь все равно. Да, пендель, короче, золотой нужен. Золотой пендель. Всегда, в принципе, я когда уезжал в свои дальние путешествия, во-первых, мне нечего терять было. Я уезжал, как бы ни денег, ничего нету там, вот. И как бы такая обстановка там дома, вообще вокруг такая была какая-то депрессивная. Ловить просто нечего было. Как бы. Нет денег, 10 рублей железных, питать пофиг, поехали на Кавказ там и все, и на год пропал. То есть, и вот, видимо, золотой пендель нужен. А вот что уже будет золотым пенделем, вот там посмотрим. Чей будет этот пендель. Сегодня ливень прошел. Сейчас началось время красивого неба, красивых закатов. Не просто голубое небо, а такие тучи, облака. Прекрасно. Начинается потихоньку сезон дождей. И это хорошо. Дожди сглаживают жару, пекло. Солнышко довольно активное здесь. В полдень вообще нереально шкет. Поэтому дожди. Вот прошлое лето было хорошее в итоге. Потому что первую половину дня как бы солнечно было, так все хорошо. А потом вторую половину дня дожди. То есть жарко не было, так вообще классно. Прошлое лето было нормально. Меня тут этот красавец выдавливает потихоньку с острова. Ходит, он вокруг острова ходит, вот так, сейчас идет, а я ему дорогу перегородил. Братан, я сейчас уйду, не буду тебе мешать кормиться, извини. Все-таки это полноценный хозяин острова. Пусть спокойно кушает. Мне сейчас против течения плыть. Прилив. Фух, сегодня в Фудбанк съездил, с утреца проснулся. Сегодня дали очень много. Всю машину забили. Здесь. Там. Офигеть, вся машина забитая. Половина из этого, конечно, выкинется. Я обычно выкидываю, как не в сам мусорный контейнер, ставлю, где в Марине, там стоят большие бачки. Рядом их ставлю, может кому-то приглянется, там бомжей много ходят. Выкидываю я что, хлебобулочные, всякие сладости дают. Мне это, мы вообще это не едим. Я это не ем. Поэтому вот, вот хлебобулочные много дают, всяких сладостей. Половина точно от объема. Так что я думаю, ящика 4, наверное, мне накидали, 5. Это все выбросится. Но самое главное, это вот ништяки, всякие фрукты, овощи. Лимонов много дали, там какие-то апельсины, грейпфруты, картошки, целый мешок. Вот. Тут вот что-то тоже непонятное. По мясу не знаю. Надо смотреть. Потом разберем, посмотрим, что. Вот тоже ящик со сладостями. Это нахрен выкинем все. Морковка, лук.
целые ящики, мешки точнее. Здесь понятно, вот салат греческий, 2 ящика. В принципе, это хорошо. Что-то лаймы, капуста, ну, короче, нормально. Короче, я вот этот вот байк-рак купил месяца 2, даже больше, месяца 3, наверное, назад. И ни разу им не пользовался, прикиньте. Потому что, когда я его покупал, я еще так активно за рулем не работал. И мне было в кайф куда-нибудь поехать на машине, где-нибудь покататься. А когда начал работать, я за руль вообще не хочу садиться, чтобы куда-то ехать, там, через весь город. Потому что я живу в таком месте, мне в любом случае надо через город пробираться. Потому что я как бы прижат к океану, и в любую, куда ни поедешь сторону, я в центре Дайтоны, в любую сторону город, и так не хочется никуда ехать. Вот, но сейчас поеду, съезжу. Наконец, надо протестить багажник этот наверху. И тем более детей сейчас буду отвозить домой. И там полпути практически до леса. Так что сейчас будем грузить велосипед. Что, погнали? Пец, это, конечно, неудобно очень, потому что очень высоко. Машина располагается. Да, все-таки на крыше багажник. Это капец неудобно. Я это уже понимаю. Ой, бляха, муха, сука. А сзади у меня фаркопа нету, к сожалению. Я бы, конечно же, крепление для фаркопа бы купил, но его нету. А чтобы его установить, как бы это недешевое удовольствие. Где-то долларов 500. Ой, 500, 400 долларов практически это будет стоить. Недешево. Так, ну он вроде встал сейчас. Главное зафиксировать все. Капец, конечно, это неудобно все равно. Очень высокий автомобиль. Поэтому... Ну, это я первый раз только делаю. Поэтому потом, наверное, уже я привыкну к этому всему. Так, колеса. Да, конечно, очень неудобно. Если бы это был бы какой-нибудь седан, то нормально, но машина высокая, неудобно закидывать все это. Но выглядит красиво. Велик красивый. Нормально. Надеюсь, не шмякнется. Так, ну почти доехал, вроде велик на месте. Это уже хорошо. Все, доехал. 100 лет в лесу не был. Такой запах тут весенний. Я реально с Нового года, наверное, не был в лесу. Трындец как. Что я вообще расслабился. Напрягся, на самом деле, наоборот. Ой, какая красота здесь. Все, спустить легче получилось. Сейчас колеса немножко подспустим, подтравим в лесной режим. О, нормально. Задние уже готовы там. Вроде нормально прогнано. Чуть-чуть она подспускает. Медленно-медленно, но подспускает. Хорошо, дорожка идет.
запах сосновый. Молодые побеги сосенок такие вылезли. Так вкусно пахнет. Сейчас еще лес умылся. Пару дней назад ливень хороший прошел. Впервые за долгое время, потому что по Флориде вот эти месяца засуха была. Там везде предупреждения, запреты на костры повсюду. Ну и лесов много горело. И сейчас, по-моему, даже горят где-то местами. Поэтому лес умылся, сейчас такой зелень пошла активно. И запах такой очень классный, сочный. И пока нету больших луж, потому что когда много дождей, в сезон дождей, этот лес заболачивается. Там везде вода, огромные лужи. А сейчас что, в сухую землю все вошло. От одного ливня толку нет. Но это и хорошо, как бы комаров пока немного. Всякого гнуса. Сейчас еду и понимаю, что вот этот вот гревельный сетап, а самое главное руль, ну не остальное пофиг, руль самое главное вообще, он не для путешествий, не для дальних путешествий. Для туризма нормально подойдет, но для созерцания мира, созерцания дорогой он не подходит. Слишком низкая посадка получается, и, честно говоря, устаешь очень быстро. Поэтому вот я сейчас думаю, если ехать в путешествие куда-нибудь, если ехать, то, наверное, буду возвращать свою руль-бабочку, благо она у меня там валяется на лодке, я ее никуда не делал. Думал продать, а потом думал, лень, короче, продавать ее. Вот, она лежит. И для путешествия, наверное, я верну все-таки руль-бабочку, потому что с такой посадкой, ну, очень тяжело. Руки затекают, потом ты начинаешь, ну, нагибаться сильнее, и, короче, паховую, ну, промежность просто передавливает там и не имеет, короче, и руки везде. Притом я еще думаю, что у меня рама большеватая. Вообще это рама Элька. Ну, у меня как бы рост 175. Вообще по средним значениям Элька это вот от 175 и выше. А у меня ровно 175. И я думаю, что большевато. Наверное, мне М-ка нужна рама. Это я говорю спустя 13 лет, блин, и там почти сотни тысяч километров, да. Пришел к выводу, что она мне большеватая. Я не знаю, нет, наверное, может и нет. Просто иногда приходят мысли, может велик поменять вообще. Купить новый какой-нибудь. Хочется. Ну, не знаю, не то, чтобы хочется. Нет, я эту раму, блин, куда я ее дену? Сколько она же родная. Это единственная вещь, которая со мной вот столько лет. Больше ничего нету со мной столько лет. Вот поэтому не хочется его менять. Ну, а с другой стороны, в принципе, почему бы и нет? Что, вещи? Это же все вещи. Что там теперь? Они должны служить. Если что-то не удовлетворяет тебя, надо это поменять, правильно? Чего мучиться-то? В общем, посмотрим. Не могу сказать пока, что можно поменять. Меня, в принципе, как бы... О, слепни летает. Я думаю, кто меня тут летает? Меня окружили. Слепни вот. Не комары, так слепни. Не слепни, так комары. Вот они меняются, все засранцы. Какой кайф же, а вот так едешь в тишине, наедине с лесом. Как-то хорошо размышляется о жизни даже. Ну не даже, это всегда так нормально. Надо наедине с собой побыть, по природе погулять, если волнуют какие-то вопросы жизненные. То есть ты не знаешь, не можешь найти ответ. Уединись просто, походи пешком, покатайся, я не знаю. Уединиться вот так вот, чтобы никого не видеть, людей чтобы не было. И ответы, скорее всего, сами придут. Ты сам поймешь, куда двигаться, что делать. Поэтому лес — это самое лучшее лечение души. Ну и тела тоже. Если надо уметь просто это все и знать, и понимать. Под лэпками едешь, лучше к железным частям велосипеда не притрагиваться. Током вообще шибает. Только так. Под лэпками ехать.
Вот сейчас куда еду. Эти лэпки, они идут с Джорджии, с атомной электростанции. Там, я не знаю, сколько до нее миль там. Я посмотрел схему американских электросетей, ну, Флориды. И да, они берут свое начало с электростанции атомной. Прикольно. И так вот они и тянутся до Майами, туда вниз идут. Я думаю, кто так квакает? Страшно. Вон сидит. Квакеныш. Такой маленький вроде бы, так громко. О, что там цунами пускает. Сейчас еще хорошо, весна. Сезона охоты нету. И в лесу вообще никого нет. Потому что осенью, вот когда сезон был, машин много стояло, охотники приезжали. Сейчас вообще я ни одной машины не встретил. Так классно. Что мне нравится, вот отъезжаешь от океана буквально на, ну вот пусть будет 10 миль, и как будто попадаешь в другой мир. Флора совсем другая, растительность, сосны, прям все по-другому, дышится по-другому, самое главное из-за этого. И реально большая разница, что на побережье с пальмами, буквально 10 миль вглубь едешь, совсем по-другому. Здесь такая уже... Не скажешь, что во Флориде как будто. Так может быть и вот в более северных штатах. Даже где-нибудь в Мичигане едешь летом, там тоже сосняки, как бы такие дорожки есть. Конечно, некоторые растения все равно выдают, что это Флорида. Но в целом, как бы вот так не вглядываясь, такая универсальная природа для многих широт. Тут, видимо, ивняк, ну, невидимо, ивы растут, и вербой так запахло. Капец, прям запах детства. Я вербу, наверное, с детства и не видел, когда там ее собирали по весне на Пасху. Прям вот этот запах ни с чем не спутать. Ох, как в будни хорошо здесь-то, а. Никого нету, даже здесь никого нет. Обычно здесь всегда машины стоят, что-то рыбачат. Как раз я на закат приехал, 15 миль проехал по лесу, в тишине. Это круто. О, как классно. Ой. Так что вот так вот. Бывайте больше на природе. Это необходимо для нашей души и здоровья. Вот. Небо какое классное. Луна.